Политика не может состоять я не скажу хайпа, но она еще и должна быть рутинной какой-то, Да, да? полностью Публичной, согласен. но рутинной. И вот в мае я наблюдал, это просто как пример одновременных действий в адрес политических противников, вроде как Порошенко и Зеленского, но похожий был выбран способ травли. Сначала я не говорю, что они не должны терпеть каких-то там обид. Мгм. Политик пошел в политику, все. Ну, как бы ты знаешь, куда ты идешь, и мне не жалко ни Зеленского, ни Порошенко. Я просто говорю скорее не о них, об обществе, вот активной части общества. Значит, сначала Зеленский выходит в этой дизайнерской своей вот Мгм. этой вышиванке. Наверное, ты тоже принял участие в критике, так сказать. Косоворотки? Да, но ты Не, я, кстати, не принимал в не этом принимал? участие. Хорошо. Тем более. Значит, мы же понимаем, что это не было специальным политическим жестом. Что это, я так предполагаю, может быть, какой-то знакомый дизайнер супруги президента. Это Там, просто предложил. лажа. Ну, Лажа лажа, не какого-то лажа. дизайнера. Фантазия на тему, Не, лажа лажа дизайнера. дизайнера, Да. не лажа Зеленского лично. Ну, конечно, но он же фактически мог и не знать этого. Да и он Ну, точно этого не знал. Да и я этого не знал. Вот это все начали читать, за 5 минут выяснили, какая должна быть вышиванка, и давай там этого вот мочить, да? Проходит чуть-чуть времени, и клубника пошла. Значит, и вот Порошенко привозит на фронт какие-то важные, нужные вещи. а пишут себя А клубники. пишут все клубники. Ну, скажем, мы в сумасшедшем доме живем. Ну, может как-то нужно сказать так, вот давайте мы все-таки о политике будем, а не о воротниках. И давайте мы будем все-таки о политике, а не о клубнике. Вот это какой-то детский сад, какой-то такой тинейджерский хайп. И причем в нем участвуют очень многие с виду серьезные люди. Оно тебе нравится вот так? Да нет, я тоже за смысл и за то, чтобы мы говорили по делу. Тут есть момент один. Я только скажу тебе, знаешь, я абсолютно уверен, что это не Зеленский лично там себе выбирал ту косоворотку. Но вопрос в другом. Все-таки в президентской команде, вот я иногда удивляюсь, да, например, он записывает Зеленский обращение и говорит, называет, там, путает Европейский Совет и Совет Европы. Мгм. Я понимаю, что для там, 99,9% граждан Украины, в общем-то, и всей Европы, они не отличат Европейский Совет, Совет Европы. Разница там колоссальная, огромная. Это вообще разные. Трансфункционал Вообще, да, разный, это да. вообще, ну, то есть рядом не лежало, что называется. Но у меня возникает другой вопрос. Президент, ты же не просто свободный агент какой-то. То есть там вокруг есть команда, секретариат. Кто-то должен на эти вещи смотреть. Если президент записывает видео о дипломатических делах, кто-то должен сесть из МИДа, ну, какой-то человек понимающий, и посмотреть и сказать, ребят, стоп. Ну, Должна это... быть редактура. Ну, да? конечно, ну так нельзя, ну так нельзя. То же самое с косовороткой. Или вы что? Кто-то должен был прийти и сказать, стоп. Вы тут красиво придумали. Ребят, ну это не так не пойдет дело. То есть вот этого нет. Кто-то должен предвидеть хайп. И вот Да. когда Мгм. этого нет, для меня же это что говорит? Мне говорит, что, подождите, это в ерунде какой-то нет. Но ведь, наверное, тогда этого нет и в серьезных вещах. Он, может быть, Европейский Совет и Совет Европы перепутает в разговоре с Европейским Советом или Советом Европы, а там это будет уже совсем Джордж нехорошо. Буш младший Да. путал Австрию с Австралией. Понимаю, но это что-то добавляло ему? Нет, Не не добавляло. И я, как гражданин, не хотел бы, чтобы мой президент путал Австрию с Австралией. Поэтому, и тем более, то есть, поэтому это показатель некий, который я здесь просто вижу, и мне кажется, президенту здесь нужно сделать выводы определенные. И тогда пусть делает вывод Петр Алексеевич Порошенко со своей пиар-службы, что все-таки ставить на первый план клубнику, оно, конечно, красиво, и как фотограф я бы сказал, а давайте с клубникой сфотографируйтесь. И как фотограф я был бы прав. Но должен быть руководитель, который со стороны скажет, нет, вот мы сейчас это сделаем, и ни про что другое говорить не будут, кроме клубники. Да, так, из этого надо делать выводы, и 100% из всякого хайпа. Хотя, вот мне лично, может быть, я наверняка субъективен. Я точно субъективен. Ты Я тоже в этой любишь команде. потроллить, ты Я в любишь этой команде. потроллить. И мне с клубникой даже прикольно, вот эта история. Я здесь вообще не вижу. А то мне не очень прикольно. Это субъективная Но история. реакция-то в итоге уход от смысла. И в Да. том случае, и в этом случае. 100%.